сотни тысяч человек уже выехали в Грузию. Грузия ведет с Россией торговые отношения. Через Грузию идет транзит, санкционный товар. Нас с этой стороны говорят о том, что Грузия может напасть на Абхазию. Грузия утверждает, что мы ни при каких обстоятельствах не нападем на Абхазию. Насколько тонкая грань между вот этими всеми высказываниями, насколько реальна опасность того, что Грузия все-таки откроет второй фронт у нас здесь, для России? Давайте начнем с того, что правительство Грузии откровенно не хочет войны, потому что она понимает, если начнется война, она сменится. Оппозиция хочет достать Михаила Саакашвили из тюрьмы, чтобы по этой волной напасть на нас. Я для себя помню выступление Михаила Саакашвили, которое уверялось тем, что он не нападет, и напал. Я знаю грузинский народ не понаслышке, потому что у меня второй сын грузинки. И у меня к народу нету претензий. Я среди них в Сочи вырос. У меня в спортзале 90% грузины были. Но их мышление и мышление их государства, оно разнится с нами. Самые националистические народы на постсоветском пространстве – это Украина и Грузия. У них внутренняя политика настолько сильна, что мы, абхазы этнические, которые проживаем там, или армяне, или русские, которые там проживают, они, выезжая где-то с нами сталкиваются, они разговаривают на грузинском языке. Они мыслят на грузинском языке. Мы, абхазы, здесь не мыслим на абхазском. Единицы у нас. Потому что внутренняя политика, нам надо у них этому поучиться. Но есть простой момент. Как говорится, что если в театре на сцене есть ружье, оно в конце должно стрельнуть. Их в 2008 году пичкали оружием, и оно стрельнуло. Сегодня с Турцией кораблями идет к ним оружие. Дважды проводилось учение, завозилось к ним оружие под этим соусом, и ничего не вывезлось. Сегодня у них идет мобилизация силы. Они проверяют, сколько их, как их. И они уже подсчитали, что в случае там, войны, сбора ополчения и так далее, на них давят их западные кураторы, потому что Грузия пыталась на двух стульях как-то усидеть. И России угодить, мы не за войну, мы вот законы не приняли, мы там то. Тогда начали их спецслужбы, чтобы упрекнуть нас через наших бывших чиновников, пытаться создать полигон для людей, которые отправляются типа защищать Донбасс. Мы никак политически-то не поддержали, а вот полигон у себя мы создать хотели. И никто из наших спецслужб не задался вопросом, для чего и почему. Чтобы они обвинили нас в поддержке, что вот мы готовим боевиков и так далее, а это наш союзник, и на этой волне пойти штурмануть, где сидит Саакашвили, вытащить его, сделать его знаменем, свергнуть власть и начать действия. Потому что кураторы, они уже пошли ва-банк. Сегодня иностранный язык на войне в Украине – это не редкость. В эфирах это постоянно. Я даже могу вам дать прослушать, как украинские военные между собой разговаривают нормами натовцев. Эхо, дельта и так далее. Они там координаты дают, таху, те моменты, которые никогда от них не были слышны. Последние полгода их переподготовили, их оттянули, к ним в ряды поставили иностранцев. В тюрьму не только здесь добровольцев собирают, как там показывали Пригожин. Нет, там тоже. На Западе собирают, офицеров переводят в ЧВК, отправляют туда. Запад пошел ва-банк. Из чего мы себя тешим, что грузинское правительство сказало, от кого оно питается? Оно питается именно от Запада. И поэтому Запад, если пошел ва-банк, он заставит так или иначе оттянуть силы России. Потому что Россия сегодня находится в войне, в конфликте. И если она будет еще здесь какие-то силы концентрировать, Азербайджан, Армения, они хотят растянуть. Они пошли ва-банк, они хотят развалить Россию.
Теперь задайтесь вопросом, если у России будет плохо, нам от этого станет легче? Я сомневаюсь. Мы как те ребята на картинке, когда там 4 человека нарисованы, лодка тонет, и 2 наслаждаются, говорят, слава Богу, что не на нашей стороне, а 2 черпают, лодка тонет со всеми. Поэтому себя иллюзиями тешить не стоит. Надо реагировать. Надо тех чиновников, которых наших в темную используют или еще что-то, объяснять им, для чего это делается. Что тебя используют, что какие полигоны, о чем вы говорите. Это все чисто наживка. Грузия готовится к войне. Вот чтобы она передумала, и мы должны к ней приготовиться. И мы должны понять, сколько мужчин у нас есть, куда они прибудут. Минобороны, что там проводит учения, давая там по 10 патронов пострелять и сказав, мы готовимся, это не то. Я призываю гражданского общества, как в свое время вы это уже не раз сделали, наши старшие, возьмите на себя эту инициативу, соберите нас, молодых, как вы говорили, куда прибыть, где получить, что сделать. Мы должны в каждом районе быть готовы. Мы должны для себя очертить там, где мы будем останавливать противника. Даже чтобы Россия нам помогла, ей нужно время. Мы должны дать это ей время, перебросить нам сюда силы, достаточные силы.